Башкортостане прогнозируют резкие паводки на горных и степных реках. При этом сформирована группировка оперативных сил и средств, в которую вошли более 20 тысяч человек и свыше 5 тысяч единиц техники и плавсредств. Обсудим ситуацию по паводку в Башкортостане в этом году прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами Виталий Тюр, заместитель руководителя начальника отдела водных ресурсов по Башкортостану Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Виталий Артурович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, предварительные прогнозы у нас какие и когда все-таки ждем большую воду? У нас Башгидромет прогнозы выдает, так скажем, значит, в настоящее время есть только предварительные прогнозы. Значит, на сегодняшний день какая ситуация? Запасы воды в снежном покрове, значит, достаточно большие. То есть, если в среднем по бассейну реки Белая брать, среднее многолетние значения, но в частности вот по реке Дема, это средняя часть республики у нас до 150%, даже выше. То есть как бы один из показателей — снег в Башкирии есть. Поэтому половодье можно ожидать достаточно хорошим. Ну, конечно, еще существуют и другие факторы. Это и глубина промерзания почвы, и влагозапасы осенние в почве, там, и много-много других факторов. Вот. Но вообще, на мой взгляд, половодье можно разделить на 4 блока, что ли. Вот один блок — это прогнозы, то есть то, что мы можем получить. В итоге второй блок — это как раз тем, чем занимается в том числе и Федеральное агентство водных ресурсов, и Камское бассейновое управление, и отдел водных ресурсов по республике Башкортостан. Это регулирование режимов работы крупных водохранилищ. В республике, наверное, все знают, жители республики, что у нас существует достаточно большое количество крупных водохранилищ. Если брать, предположим, река Уфа — это Павловское водохранилище. На реке Белой у нас есть Юмагузинский гидроузел, на реке Нугуш — Нугушский гидроузел. Ну а вообще у нас в республике 16 водохранилищ объемом свыше 10 миллионов кубометров, которые так или иначе выполняют функцию регулирования стока. Могу привести примеры из того же прогноза башкирского УГМС. Предположим, по Павловскому гидроузлу, значит, Баш-УГМС прогнозирует приток во время половодья к Павловскому гидроузлу в объеме 4,5 миллиарда кубометров. А свободный объем Павловского водохранилища 800. То есть вот эту всю разницу через гидроузел мы должны совместно с службой эксплуатации благополучно пропустить, чтобы, так сказать, и техническое состояние гидроузла было хорошее, чтобы, так сказать, исключить все риски, и чтобы не допустить или минимизировать подтопление города Уфы и других районов республики, и нижележащих, так скажем. Вот. Есть определенные критерии, есть определенные объемы, которые мы знаем. Предположим, по Павловскому гидроузлу нельзя превышать сбросные расходы свыше 2400 км в секунду. В этом случае, значит, Уфа не будет подтоплена. Такие расчеты выполнены, они есть. Поэтому вот наша задача как раз вот эту работу качественно выполнить. Вот. Но опять же, природа есть природой, то есть не всегда это возможно. Поэтому. Виталий Артурович, звучали цифры, что в зону подтопления могут попасть порядка 80 тысяч человек. Да? Вот для наших телезрителей какие рекомендации вы можете дать? Подтверждаете ли вы эти данные? Я о 4 блоках говорил. Значит, о первых 2 я сказал. Это прогноз, регулирование крупных водохранилищ. Третий блок — это превентивные мероприятия. Вот назвали вы цифру 80, но она, конечно, будет уточняться еще после официального прогноза. Эта цифра, там, количество, прямо конкретные населенные пункты, которые могут попасть в зону затопления, количество населения и так далее. И вот, на мой взгляд, третий блок — это как раз выполнение превентивных мероприятий, чтобы исключить риск для населения. То есть это оповещение населения, много-много там очень мероприятий. Это и ледорезные работы, и взрывные работы на реках республики, на территории республики. 33 затороопасных участков. Вот на них тоже проводятся, так сказать, мероприятия, чтобы вот эти вещи минимизировать или исключить, и многое другое. А вот 4-й блок уже, то, что вы в самом начале сказали, значит, это создана достаточно серьезная группировка. Значит, это если вдруг, не дай бог, возникнут какие-то чрезвычайные ситуации, связанные с отоплением, подтоплением, значит, людей нужно спасать, так сказать, чтобы не допустить человеческих жертв. И ваши рекомендации телезрителям?
Ну, нужно понимать, что, значит, это природа. Вот говорят, что огонь и вода – это неуправляемые стихии. Да, это на самом деле так. Они управляемы, но очень сложно. Потому что природные явления – это и есть природные явления. Вот тоже могу на примере, чтобы было понятно, объяснить, как это бывает. Вот люди старшего поколения, значит, они помнят, предположим, 79-й год в городе Уфе, когда вот было очень серьезное поднятие реки Белой, реки Уфа, значит, и были очень большие подтопления. Это вот Цыганская поляна, бывшая сейчас кооперативная называется, так сказать, и Нижегородка, все вот районы, которые, значит, в поймах, в низинах находятся, они все были подтоплены и очень серьезно были подтоплены. Почему, я могу объяснить вам. То есть половодье проходило в стандартном режиме, то есть никаких предвещений каких-то нехороших ситуаций не было. Павловское водохранилище набрали полное, то есть 1 400 000 000 набрали, это объем Павловского водохранилища, значит, и вдруг резко пошли дожди. То есть их наш гидромет не предполагал. И через Павловский гидроузел вынуждены были сбрасывать столько воды, сколько приходило к водохранилищу. 5000 кубометров. А я вначале сказал в своем выступлении, что не более 2400. Дальше топим. Вот и получилось, что Уфа, к сожалению, тогда очень сильно пострадала. Вот. А если сейчас это произойдет, это будет катастрофа полнейшая, потому что в этих вот, на этих территориях, это вы знаете, 8 марта там, и ну, не буду называть, так сказать, районы города Уфы, Ленинский район, там, Кировский район попадает и так далее, и так далее. То есть понастроено с 1979 года столько жилья и так далее, что можно, так сказать, попасть в очень нехорошую ситуацию. Поэтому вот задача всех служб и ведомств, которые занимаются этим вопросом, в том числе и наши службы, значит, вот, минимизировать вот эти вот риски. Их нельзя исключить, это природа. Но минимизировать нужно, поэтому все должны быть оповещены, там, те люди, которые проживают на паводкоопасных территориях, значит, должны быть готовы, значит, убрать там все материальные ресурсы, которые могут пострадать, там, чтобы и не допустить загрязнения водных ресурсов. Вот это вот общая наша задача и муниципальных органов исполнительной власти, и республиканских, и федеральных, и самих жителей. Потому что, ну, извините, если вы сами, люди сами не, так сказать, подготовят вот эти вопросы, ну... Но все-таки в динамике, вот вы вспомнили 79-й год, когда была, ну, достаточно сложная ситуация, да, и в динамике с последними годами, какую картину видите в этом году? И плюс еще, Виталий Артурович, Башгидромет говорит о том, что ниже среднемноголетних значений, скорее всего, будет паводок. Вот, знаете, поднятие где-то на полметра. Понятно. Значит, вот ситуация какая? Вот у того же Башгидромета, башкирского ГМС, есть такие понятия, ну, то есть гидрологические. Значит, уровень неблагоприятного явления и опасное явление. Это уровень воды в реках, когда поднимается, вот эти уровни рассчитаны и так далее, и так далее. То есть, если даже менее среднемноголетних значений будет отметка уровня реки Белая там, или Уфы, или там каких-то других рек, значит, это не говорит о том, что не будет подтопления или затопления каких-то территорий. Потому что уровень среднемноголетних значений, предположим, в районе города Уфы, они выше, чем уровень опасных. То есть в любом случае сложно здесь предугадать. У нас в республике порядка 500 гидротехнических сооружений. Вот как вы оцениваете их готовность? Ну, сейчас как раз проводится обследование технического состояния. И вот вы знаете, наверное, на КЧС республики, которые уже 2 заседания прошли, об этом был разговор, должны быть готовы акты предполоводного обследования, значит, о готовности гидротехнических сооружений к пропуску половодья и так далее, и так далее. Вот я лично принимал участие уже в 2 тренировках на крупных водохранилищах, гидроузлах проводятся тренировки предполоводные. Как ваши ощущения, наблюдения? С имитацией, я извиняюсь, значит, каких-то, ну, нестандартных, ну, аварийных ситуаций, да, и что кто должен делать. Знаете, по-разному. Где-то хорошо, где-то у меня были, предположим, у меня были серьезные претензии. То есть я их высказал и главам администрации. Не буду район называть. Но для этого они и проводятся. Конечно, чтобы конечно, выявить, чтобы выявить вот места. эти недоработки, выявить вот эти минусы, потому что в конечном итоге это безопасность наших жителей нашей республики. Ну и в целом готовность в республике Башкортостан, вот как вы оцениваете к весеннему половодью? Ну, готовность,
как всегда, наверное, на хорошем достаточно уровне. Но вот я как сказал, что вот мои впечатления о конкретных, так сказать, некоторых вещах, вот в некоторых моментах были, так скажем, нехорошие, потому что здесь же связано с чем еще ситуация. Значит, у нас уже вот практически по реке Белой с 2007 года половодий не было хороших. То есть высоких паводков не было. Обмелело? Ну, не обмелело, то есть это нормальное гидрологическое явление. Значит, есть, будем говорить, достаточно протяженные по времени, значит, моменты, значит, маловодные, а есть высокого половодья. Предположим, на Белой самое высокое половодье было в 1884 году. 11 метров с лишним. В 79-м 9 метров было. Ну, тогда и ни водохранилищ не было, ничего не было. Да? Вот такое половодье сильнейшее было. То есть тогда был многоводный период, сейчас вот с 2007 года здесь вот в Предурале у нас вот маловодный период. Люди, наверное, помнят, что в 2010-2012 году вообще катастрофическая чрезвычайная ситуация была летом. Да? Кстати, вот задача нашего органа исполнительной власти федерального, значит, Камского бассейна водного управления, отдела водных ресурсов, обеспечение водой и в маловодные периоды, то есть летом, чтобы хватало воды и для питьевых целей, и для промышленности и так далее. Этими же водохранилищами мы работаем. Вот, то есть вот такая задача есть. По Зауралью с 2001 года маловодный период происходит вот, по бассейну реки Урал. Значит, там вообще катастрофическая ситуация. Вот в этом году, значит, там и казахи возмущаются, что Россия воду им не дает, значит, и Оренбургская область на Башкирию пальцем показывает, вы нам всю воду держите. Вот такая ситуация есть. И я вот, пользуясь случаем, официально заявляю, что это неправда. Такого нет. Значит, мы изучили все эти вопросы, значит, и можем документарно доказать, что в Башкирии мы воду не держим. Есть вот Иреклинское водохранилище. Если взять все водохранилища на территории Республики Башкортостан по бассейну реки Урал и Иреклинское водохранилище, вот по площади вот 10 сантиметров Иреклинского водохранилища, весь объем наших водохранилищ Республики Башкортостан. Ну, это копейки, так скажем, мелочь. Вот. А локально, да, мы для своих жителей республики вот, строительством этих водохранилищ некоторые вопросы решили. То есть это обеспечение питьевым водоснабжением, это и повышение водности там, и другие моменты. Спасибо большое, Виталий Артурович. Я напомню, что гостем программы «Интервью» сегодня в эфире главного телеканала Республики был Виталий Тюр, заместитель руководителя начальника отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан, Камского бассейнового водного управления, Федерального агентства в водных ресурсах. И мы говорили о подготовке к весеннему паводку. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.